Добрый день, дорогие ребята! Я вновь рада приветствовать вас на уроке физики и предлагаю проверить, настроены ли вы на изучение нового материала. Проверьте свою готовность к уроку, убедитесь в том, что все учебные принадлежности на месте. А теперь протестируем ваш учебный настрой и проведем маленькую проверку, капчу, как принято говорить, век цифровых технологий. Сейчас вам придется подтвердить, что вы действительно являетесь восьмиклассниками, регулярно посещавшими телеуроки во второй четверти. Итак, внимательно рассмотрите иллюстрации на экране и отметьте те из них, на которых изображены явления, изученные нами на предыдущих уроках четверти. Мысленно удалите эти изображения. Что вы заметили? Уверена, вы догадались, что на экране останется лишь одна иллюстрация. Ответьте на вопрос, что можно сказать о состоянии вещества, покрывающего цветок и траву на фотографии. Если вы ответили верно, то уже можете самостоятельно назвать тему сегодняшнего урока. Узнаем, прошли ли вы проверку. Итак, тема урока сегодня – структура твердых тел, твердые тела в нашей жизни. Сегодня на уроке мы выясним, какими бывают твердые тела, вспомним о свойствах твердых тел, изученных нами ранее, и узнаем о новых свойствах. Познакомимся с молекулярным строением различных типов твердых тел, обратимся к истории физики и узнаем, как новогодний подарок может стать началом целой науки. И, как всегда, будем находить и объяснять физические явления вокруг нас. Большинство тел, которые окружают нас в повседневной жизни, находятся в твердом состоянии. Структура и свойства твердых тел, а также области их применения человеком настолько разнообразны, что изучением твердых тел занимается особый раздел физики – физика твердого тела. Давайте вспомним, какие свойства твердых тел нам уже знакомы. Итак, вещества, находящиеся в твердом состоянии, сохраняют объем и форму. Расстояние между молекулами твердого тела примерно равно размерам молекул. В расположении молекул наблюдается строгий порядок. Силы притяжения между молекулами преобладают над силами отталкивания. Молекулы совершают колебательные движения у положения равновесия. Кинетическая энергия теплового движения частиц гораздо меньше потенциальной энергии их взаимодействия, и, следовательно, скорость диффузии гораздо меньше, чем в газах и жидкостях. Под действием внешних сил твердые тела деформируются. Структура твердых тел многообразна. По характеру расположения частиц твердые тела классифицируют следующим образом: кристаллические, аморфные и композитные твердые тела. Давайте познакомимся с каждым классом твердых тел подробнее, но к изучению свойств кристаллов приступим, мысленно вернувшись на несколько веков назад, и постараемся узнать, с чего все начиналось. Еще в доисторические времена люди находили природные кристаллы и собирали их. Человека всегда поражала красота и неповторимость кристаллических минералов, а также постоянство форм граней и углов у кристаллов одного и того же типа. Первым научным описанием свойств кристаллов стала энциклопедия «Естественная история» из 37 томов древнеримского писателя Плиния Старшего, жившего в первом веке нашей эры. Послушайте,
Что писал Плиний о кварце? Почему он родился шестисторонним? Тому трудно найти причину, тем более, что концы его не одинаковый вид имеют, и гладкость боков его столь совершенна, что того никаким искусством произвести невозможно. Вам может показаться невероятным, но впервые закон постоянства углов кристаллов был подарен на Новый год. Да-да, подарен на Новый год славному придворному советнику его императорского величества господину Иоганну Маттею Ваккеру фон Вакенфельсу, золотому рыцарю и покровителю наук и философов, немецким ученым-математиком и астрономом Иоганном Кеплером в 1611 году. Отгадайте, о чем пишет Иоганн Кеплер в своей небольшой работе «Шутки»? Клянусь Гераклом, вот вещь, которая меньше любой капли, имеет форму, может служить долгожданным новогодним подарком и достойна математика, поскольку падает с неба и таит в себе подобие шестиугольной звезды. Ее необходимо поскорее передать моему покровителю, пока мой крохотный подарок еще тверд и не обратился в ничто под действием тепла, исходящего от тела. Вы догадались? Конечно, шестиугольные звезды, падающие с неба, это снежинки. Именно они вдохновили Иоганна Кеплера на открытие и положили начало особой науке о структуре и свойствах кристаллов – кристаллографии. Итак, кристаллы – это твердые тела, у которых наблюдается упорядоченное расположение атомов или молекул, называемая кристаллическая решетка. Кристаллы разных веществ отличаются друг от друга своими формами. Правильное, повторяющееся симметричное расположение частиц обязательно для кристаллов. Это характерное отличие кристаллов от некристаллических твердых тел. Частицы в кристалле колеблются около положений равновесия, узлов кристаллической решетки, расположенных на определенных расстояниях друг от друга в определенном порядке. Расстояния между самими частицами меняются вследствие теплового движения. Наименьший фрагмент, повторением которого можно образовать всю решетку, называется элементарной ячейкой. Выделяют 4 типа кристаллических решеток. Молекулярные, характерные для йода, водорода, азота, нафталина, сухого льда. В узлах этой решетки расположены молекулы. Молекулярный тип решетки самый непрочный. Атомные решетки, как у алмаза, кремния, самый прочный тип кристаллических решеток. Электроны соседних атомов образуют крепкую связь, называемую ковалентной. Такой тип решетки определяет особые электрические свойства кристаллов. Ионные решетки, как у знакомой поваренной соли, образуются в результате электростатического притяжения ионов, находящихся в узлах решетки. Металлический тип решетки характеризуется тем, что в узлах находятся ионы металлов, а электроны образуют электронное облако, что объясняет высокую электропроводность веществ. От строения кристаллической решетки, как мы выяснили, зависит не только форма, но и свойства кристаллов. Удивительное разнообразие кристаллических твердых тел объясняется также полиморфизмом, свойством твердых тел существовать в состоянии с различной кристаллической решеткой. Сажа – мягкий порошок, который собирается в печной трубе. Древесный или каменный уголь, обогревающий наши дома. Графит –
мягкий стержень простого карандаша, помогающий нам чертить, алмаз, самый дорогой и красивый драгоценный камень, самый прочный минерал на Земле, и фуллерен, наномячик для нанофизиков, применяемый сегодня в различных областях техники и даже в медицине. Все перечисленные вещества представляют собой кристаллические структуры углерода, настолько разные по своему строению, что даже трудно поверить, что они состоят из атомов одного и того же элемента. Углерод является самым ярким примером, доказывающим полиморфизм кристаллов. Кристаллы также можно разделить на два класса – монокристаллы и поликристаллы. Вы догадались, чем отличаются эти два класса веществ, рассмотрев иллюстрации на экране? Монокристаллы – это единичные макроскопические кристаллы. Например, монокристаллическими бывают алмазы, рубины, сапфиры. В Санкт-Петербурге в музее Горного института хранится кристалл горного хрусталя или кварца, высота которого почти метр, а вес больше тонны. Этот кристаллический гигант многие годы служил тумбой у ворот одного из домов в Екатеринбурге. Отличительным свойством всех монокристаллов является анизотропия – зависимость физических свойств кристаллов от направления. Например, кристалл слюды легко расщепляется на тонкие листочки вдоль одного направления, но если приложить усилия к кристаллу в перпендикулярном направлении, то он демонстрирует достаточную прочность. Таким же свойством обладает графит. Тепловые свойства кристаллов также анизотропны. Например, кубики поваренной соли, нагреваясь, будут расширяться вдоль одного направления значительнее, чем вдоль остальных, и не сохранят кубической формы. Анизотропия оптических свойств кристалла турмалина позволяет преобразовывать естественный свет в поляризованный. Поликристаллы – это твердые тела, состоящие из беспорядочно ориентированных монокристаллов. Поликристаллам характерна изотропия свойств, то есть их независимость от выбранного направления. Беспорядочная ориентация сросшихся микрокристалликов, из которых состоят поликристаллы, приводит к исчезновению анизотропии. Поликристаллическими являются большинство твердых тел вокруг нас – глина, гипс, большинство металлов. Все эти вещества в природе образуются в поликристаллической форме. В быту мы тоже имеем дело с поликристаллами. В чай добавляем поликристаллический сахар-рафинат. Едим с помощью поликристаллических вилок и ложек. Носим украшения из поликристаллических камней и металлов. Очень важным свойством абсолютно всех кристаллических твердых тел является наличие у них строго определенной температуры плавления и кристаллизации. Например, железо плавится и кристаллизуется при температуре плюс 1530 градусов Цельсия. Олово при температуре плюс 232 градуса Цельсия. Кварц при температуре плюс 1713 градусов, а ртуть при минус 38. Температура плавления и кристаллизации льда 0 градусов Цельсия используется в качестве начальной точки при измерении температур по шкале Цельсия. Вода вообще удивительное вещество, ведь это единственное вещество, которое можно одновременно наблюдать в трех агрегатных состояниях – газообразном, жидком и твердом –
в главной лаборатории – природе. Вот сколько замечательных свойств кристаллических твердых тел мы с вами изучили и, конечно, заслужили маленький предновогодний подарок – снегопад. Продолжим изучение свойств твердых тел. Как мы уже сказали, помимо кристаллических в природе существуют аморфные твердые тела. Слово «аморфный» имеет греческие корни и переводится как «бесформенный». Для аморфных тел характерно неупорядоченное расположение частиц в пространстве. Типичными представителями аморфных веществ являются стекло, парафин, некоторые полудрагоценные камни, смола и янтарь. Интересно, что некоторые вещества в природе способны формировать как кристаллические, так и аморфные структуры. Это зависит от условий, при которых находилось вещество. Например, ближайшими родственниками кристаллического горного хрусталя, аметистов и хризолитов являются аморфные халцедоны, агаты и опалы, представляющие собой минералы оксида кремния, силикаты. У себя дома вы тоже можете найти кристаллический рафинат и аморфный леденец, состоящий из одного и того же вещества – сахара. Аморфные тела не имеют определенной температуры плавления. Вы, конечно, замечали, что парафин, воск и леденцы могут менять свою форму, оплывая даже при комнатной температуре. Аморфным телам также характерна изотропия свойств. Следующий класс твердых веществ – композиты. Композиты – это твердые тела, в которых атомы располагаются упорядоченно в определенной области пространства, но этот порядок не повторяется с регулярной периодичностью. К природным композитам относят древесину и костную ткань. Подсмотрев структуру биокомпозитов, человек создал новые композитные материалы, обладающие замечательными свойствами и помогающие решать самые разные задачи во всех сферах человеческой деятельности – в технике, строительстве и медицине. Итак, мы познакомились со структурой твердых тел и связанными с особенностями структуры свойствами кристаллических, аморфных и композитных тел. Все свойства твердых тел, то есть их особое поведение при воздействии внешних сил и полей, можно разделить на 5 групп: механические, тепловые, электрические, магнитные и оптические. На наших уроках мы будем постепенно изучать все эти свойства. Физика твердого тела – основа современного технологического развития. Она помогает решать задачи наилучшего использования твердых материалов для проектирования и изготовления различных инструментов, станков, механических и электронных компонентов, необходимых для совершенствования связи, транспорта, компьютерной техники, медицины, а также для дальнейшего развития фундаментальной науки. Без физики твердого тела был бы немыслим современный высокотехнологичный мир. А сейчас, ребята, мы продолжим нашу проверку КАПЧУ. Узнаем, насколько вы вдумчивые и внимательные восьмиклассники. Выясним, хорошо ли вы усвоили новый материал, и немного повторим материал прошлых уроков. Среди предложенных на экране выберите все изображения, на которых демонстрируются поверхностные свойства жидкостей. Проверьте,
Все ли у вас получилось? На экране остались две иллюстрации. Как называются эти явления? Совершенно верно. Это диффузия и плавление. Среди изображений физических приборов найдите те, с помощью которых можно измерить относительную влажность воздуха. Проверяем. Вы верно указали на гигрометр и психрометр? Тогда молодцы. Мой знакомый заявляет, что исходя из показаний психрометра, воздух в его комнате очень сухой, и пора приобрести новомодный прибор – увлажнитель воздуха. Проверьте, верно ли утверждение моего знакомого, нужен ли ему увлажнитель. Ребята, вы вспомнили, как пользоваться психрометром? Нашли значение относительной влажности воздуха? Какой можете сделать вывод? Если вы все сделали верно, то смогли узнать, что относительная влажность в комнате равна 73%, то есть она значительно больше той, что считается оптимальной для жилых помещений. А значит, увлажнитель моему знакомому не нужен. Наоборот, от избыточной влажности придется избавляться, улучшив вентиляцию помещения. Из перечисленных на экране выберите те свойства, которые являются характерными только для кристаллов и отличают их от других классов твердых тел. Справились? Проверяем. Итак, характерные признаки кристаллов – это наличие дальнего порядка в структуре, кристаллическая решетка, анизотропия свойств и строго определенная температура плавления. Что же, я думаю, в ходе сегодняшнего урока вы, ребята, успешно подтвердили свои знания и гордое право называться учащимися 8 класса. Пришла пора подводить итоги урока. Сегодня на уроке мы узнали, что вещество в твердом состоянии чаще всего встречается и широко используется в нашей жизни. Твердые тела делятся на кристаллические, аморфные и композитные. Кристаллы имеют строго упорядоченную пространственную структуру, кристаллическую решетку, строго определенную температуру плавления и анизотропны, то есть их физические свойства зависят от выбранного направления. Для аморфных тел не характерно упорядоченное расположение частиц в пространстве. Такой порядок еще называют ближним. У аморфных тел нет определенной температуры плавления, и они изотропны. У композитов атомы располагаются упорядоченно в определенной области пространства, но не периодично. Управление структурами композитных материалов позволяет человеку получить вещества с необходимыми физическими свойствами. А еще сегодня мы узнали, что иногда большая наука начинается с наблюдательности, любознательности и стремления разгадать красоту природных явлений. Я благодарю вас за внимание и прощаюсь до следующего урока. До свидания, ребята!